поскольку все-таки мы с Казахстаном сотрудничаем уже давно, возим довольно немало. Возим через Казахстан и китайский груз, как в одну сторону, так и в другую сторону. Так что мы грузы ищем не только здесь, но и в этом регионе. И я думаю, что нам эта выставка действительно нужна. На выставку Казахстана мы, наверное, уже 10-12 раз приезжаем, так что эта выставка нам известна. То есть мы присутствуем как в Алмате, так и в Астане. Нам всегда хотелось, чтобы людей было и партнеров больше приходили к нам, но с каждым годом все-таки улучшаются эти выставки. Например, вчерашний день для нас очень повезло, очень много интересантов, не только те, которые приходят с какими-то вопросами, которые неизвестны с чего, а те, которые действительно имеют груз уже по направлению нашему, поскольку мы все-таки далеко от вас. Все-таки Литва находится рядом с Балтийским морем, и груз нас интересует из Казахстана, транзитом через Литву и Западную Европу. Так что этих клиентов мы действительно вчера нашли, побеседовали. Я думаю, что у нас получатся очень неплохие результаты. Нам Казахстан больше интересен как государство с очень хорошими развивающимися железными дорогами, своими технологиями, своими вагонами, локомотивами. То есть весь наш сервис, по сути, начинается здесь, на границе с Китаем. И все наши партнеры, это именно Казахстан Тимиржалы и дочерние компании. Мы обеспечиваем, собственно говоря, часть своего сервиса именно здесь, благодаря тесному сотрудничеству именно с казахстанскими нашими коллегами. Цель визита сегодня, конечно же, показать себя, предложить свой сервис. Хотя у нас сервис, конечно, в большинстве заключается в транзитных перевозках, но есть много у нас партнеров, много наших клиентов, с теми, с кем мы уже сегодня работаем, ну, а также надеемся найти и другие точки роста для себя. Это и китайские логистические компании или другие, кто здесь присутствует. Ну, наша основная цель. У нас получается провести здесь много встреч с теми партнерами, с которыми мы работаем. Это технологическое, техническое взаимодействие, а также корректируем планы на дальнейшую работу, какие-то итоги. Это тоже важно. Компания ФКК Групп занимает лидирующие позиции в России, и сейчас открылся офис в Казахстане, в Алмате. И наша цель визита, соответственно, зайти на рынок Казахстана и получить большую долю объема перевозок, которыми мы непосредственно занимаемся. В Казахстане есть серьезный потенциал как в автоперевозках, так и в ЖД-перевозках, в авиаперевозках. Это непосредственно связано с взаимоотношениями с Китаем. То есть весь транзит китайский идет через Казахстан. Соответственно, рост бизнеса здесь безграничен. Как практика показывает, у нас в Алмате, когда проходит международная выставка транспорта и логистики, это, конечно, всегда бывает на высшем уровне. И есть еще основной фактор, который влияет на отличное проведение мероприятия, это как финансовые показатели. А Алмата – это как финансовый хаб, где вот консолидируются многие транспортно-логистические компании. Можно сказать, большинство потоков, именно которые заходят на Среднюю Азию, в том числе и в Казахстан, проходит через вот Алматинскую область, в том числе и через город Алматы, где находится очень много и большинство субъектов логистической системы. Мы уже второй год как активно участвуем в данной выставке, и я думаю, будем и в дальнейшем тоже участвовать активно. Данная выставка создает платформу для международных отношений именно в плане развития транспортной логистики. Например, Исламская Республика Иран. У них очень много вопросов. Вчера буквально 2 часа сидели на переговорах. Были действительно, они нас послушали, мы их послушали, и сейчас начали прорабатывать именно вот это направление. Вот это, я думаю, один из достижений нашей цели. 参加这个物流方面的展览会，包括参展商在内，这个1天半的时间，
我们已经见了超过100家客户，而且其中有将近10家客户和我们签订了合同，所以非常感谢主办方组织这么好的展会。因为我们是无锡港公司是合资公司，是哈萨克和中国2家企业合资的，一家是连云港港口集团，一家是 COSCO Shipping 海运公司。那么通过我们合作这么1年多的情况来看，那么哈萨克的市场，发生了很大的变化，快速的发展，物流业务快速的发展。